Тихая моя родина, ива, река, соловей. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где тот погост вы не видели, сам я найти не смогу. Мне тихо ответили жители, это на том берегу. О мой Алтай! Когда после векового мрака ты, хан Алтай, впервые был освещен восходящим солнцем, как загорелись тогда твои причудливые скалы, и как заблистали тогда твои изумрудные ледники, как зацвело и затрепетало все вокруг. И ты, древний хан Алтай, тогда прославил своего Творца. Из стихотворения в прозе алтайского художника и просветителя Григория Ивановича Чорос-Гуркина. Семья была большая, 9 детей своих, еще 2 сродных. У нас начинали сено косить, ну, там, с 1 класса, наверное, 7 лет. И когда вся наша семья выстраивалась косить рядами, то были маленькие семьи, скажем, там, муж с женой, 1 ребенок, и они на нас так с завистью смотрели, потому что мы как один прокос сделаем, там уже 20 метров нету. Все лето работали. Мы даже, надоедало, а потом зимой скучали, когда придет покос, потому что там на природе особенно вкусная еда, да, когда там суп варится, чай не покупали, потому что тут же у нас все лекарственное. Специально были цветы, листья, и мама просто их срывала, она там варилась, и чай, потом молоко добавляли. У меня есть одна работа, где я изобразил свою маму, отдыхающую у дороги во время покоса. У нас мама, она вообще народная умелица, мастерица, и она очень хорошо рисовала. Мы ее просили, она нам рисовала лошадей, скачущих, там, всадников. И, в общем-то, первая наша учительница она. В начале 20 века в небольшое село Анос переезжает основатель Алтайской художественной школы, последний ученик Ивана Шишкина Григорий Иванович Чорос-Гуркин. После обучения в Санкт-Петербурге родной Алтай словно заново открывается художнику. Здесь он постигает свое призвание – быть изобразителем красоты твоей, великий хан Алтай. Эта юрта, здесь вмещаются все предметы, которыми мы пользовались 110-115 лет назад. То есть как построен был дом. Раньше алтайцы жили, только в юртах, домов не было. А потом, когда русские заезжать стали, тогда стали строить домики, как русские показали, а юрты рядом. В юрту-то алтайцы всегда тянулись в свой родной дом. У них тут очаг был. Этот очаг, такой он родной, у которого грелись, у которого день и ночь чай пили, у которого воспитывали и грели детей своих. Самое вкусное чай пили алтайцы с толканом. Ячмень жарят, жарят, жарят. Потом его вот в этой ступе толкут, от шелухи сбивают. Потом вот этой лестницы просеивают эту шелуху, садятся на колени и эту крупу трут. Я все это и терла в детстве, мне 90 лет. Без конца в ступе толкла, я и лен это толкла, и теребила его, и пряла, и вязала, и все-все. Все прошла, всю школу.
Отец наш учитель Федор Сергеевич Тоза-Яков. Это первый алтайский просвещенец. Он как и писатель, и как поэт у него есть произведения, которые вошли в программу 10 класса. Детей было 11, выросло 8 человек. И все пошли, значит, по стопе отца. Все стали работать учителями. Вот. В этом доме были знаменитые люди, как Гуркин Григорий Иванович, Анохин бесконечно, это этнограф, композитор. Потом Гуркина брат здесь работал, жил в Узнизе. Вот. И Гуркин сюда часто приезжал и к брату к своему, и часто, очень часто был в нашем доме. Это сад фруктовый у нас сейчас, а был березовый сад. И вот все ученые вот эти приезжали, когда они располагались вот тут вот в саду прямо, вся постель тут, кто здесь ночует, и чаевали здесь, и выпивали здесь. Прямо в этом саду жили. Весело, дом этот гремел всегда. Всегда были гости. Наши ребята ходили все почти к Гуркину в нос. Они работали у него в мастерской. Брат-то учился у него, потом направил он его в Ленинград. Художественная академия называлась. Гуркин был внимательный. Он был он был строгий. Видимо, дома у него были удалены все в горы, в природу. Я жила в Новосибирске. Я себя чувствовала абсолютно инородным телом в городе. Работала журналистом, начиная с криминальной хроники, там, заканчивая уже всякими там светскими газетенками. Но вот когда я на Алтай приехала, первый раз это было, наверное, лет 20 назад, просто приехала, у меня сразу было ощущение, что я дома. Решение, что мы будем жить в Аскате, оно возникло до того, как мы в Аскате побывали. То есть это был просто какой-то такой вот порыв. Приехали, сняли дом. Там ничего не было. Мебель себе делали из каких-то грубых досок. И вот уже почти 12 лет я здесь живу постоянно. По-прежнему у меня нет мебели. Когда мои дети здесь росли, а у меня детей 3, абсолютно никакого страха за детей я не знала вообще. То есть жизнь, она вот такая вот была какая-то природная. Вот меня совершенно поразила эта история, когда впервые я столкнулась с мыслью, что моим детям предстоит ходить через Катунь по льду. Я спросила, а как вы определяете, что ходить уже нельзя? Мне ответили, ну как первый провалится, так. Такая, я думала, это шутка. Это оказалось не шутка. Просто проваливаются они возле берега в таком месте, где, в общем, это не опасно для жизни, но вымокнуть могут по уши. Когда они проваливаются со стороны школы, то получается, что потом мокрые отжимаются, идут в школу. Там сушатся. Вот. Потом идут обратно, эти еще там 5 километров. У меня было очень много разных состояний. Были состояния, когда все прекрасно, были состояния, когда все ужасно, когда я думала, как мне это все досталось, что это уже невыносимо. Вот. Но когда вот все оказывалось на весах, да, когда я приехала в Москву, и я там прожила месяц в шикарной квартире рядом с Измайловским парком, а я понимаю, что мне все хуже и хуже, мне все хуже и хуже. Вот. И когда мой 3-летний сын сказал, что на предложение прокатиться на машинке, он сказал, что мама, я сяду только в одну машину, которая едет на Алтай. Вот, я поняла, что да, я тоже. Но ключевой точкой даже стало то, что я не смогла играть на акаринах. То есть я просто не могла дышать. Но в детстве я многим хотел быть. Я хотел быть и летчиком, хотел кино снимать, быть кинорежиссером, но с деревни куда уедешь там. И поэтому вот я твердо решил быть художником. В 10 классе мне родители купили пиджак большего размера. Она у меня как пальто была почти. И я был очень худощавый, у меня очень длинные волосы были до плеч. Ну, так модно было. И
когда в училище ехать, естественно, новую одежду никто не покупал, потому что на дорогу деньги нужны были. Нужно сказать, что в поезде тоже я первый раз в Бийск, потому что я дальше в Горно-Алтайске никуда не ездил. И хорошо, что меня вез отец. И когда мы приехали ночью, ночевали на вокзале, и утром я пришел с трепетом в наше училище, шел отбор для вступительных экзаменов. И когда я появился в зале, где сидела комиссия, то директор меня сразу не взлюбил. Мой внешний вид, он сразу подумал, что парень с проблемами будет. И у меня был в руке чемодан, и застежки были сломаны, металлические. И вот этот чемодан, чтобы оттуда рисунки не вывалились, они были веревочкой перевязаны. А рисунки были самодельные, потому что у нас в школе даже учителя рисования не было. Все были нарисованы от тетрадки в клетку, где там полоску, где-то от альбома, где-то вырвано с книги, с одной стороны картинка, да. Ну, вот очень много было, я раскидал. И мне сразу сказали, что раз нету первоначальной подготовки, азов не знаю, меня вряд ли возьмут. И директор сразу сказал: все, до свидания. Я думаю, как это до свидания? Что, я должен обратно ехать? Я же приехал учиться. Вот я тупо стоял, не двигаясь с места. Ребятишки проходили, уже 5-й, 6-й человек. Потом сказали: забирай рисунки, собирай, ты мешаешь. И художники, педагоги все-таки заступились. И с горем пополам я с первого раза как-то поступил. У бабушки родители были богатые люди. Она сама рассказывала, что ей, когда она была маленькая, ребенку специально отдельно резали жеребенка, там, например, чтобы мясо было мягкое. Потом, когда пошли репрессии, когда пошли гонения, все эти, конечно же, они бежали отсюда, бежали в горы, прятались. Но когда вернулись, ничего ихнего не осталось. То есть все это забрали. Ну, а кроме, наверное, вот этих костюмов и воспоминаний, наверное, и ничего не осталось. Самое первое у нас тут было, начиналось, совхоз был козоводческий, держали мы коз где-то около, в среднем где-то 500 голов, стоянок было много. Потом пошел развал Союза, все начали все дома рушить, все кошары рушить, скот делить. Мы благодаря усилиям матери, отца отстояли скот, заставили выжить его. И благодаря этому сейчас у нас поголовье скота где-то около 1500-2000 поднимается в год. Это пуховые козы горно-алтайской породы. До сих пор люди не знают, чем заняться. В общем, отвыкли от работы. И мы их сейчас вот с деревень собираем людей, привозим на работу, например. Тракторист тот же забыл трактор, его приходится заново обучать всему этому. То же самое и с чабанами, и со скотниками. Со всеми. То есть на личном, на своем примере приходится показывать им. И очень многие, если кто-то здесь работал, приезжал, они обычно уезжают и через какое-то время обратно просятся. С Узбекистана был парень, работал у меня, он звонит, говорит: где ты живешь, говорит, место, вот Чуюзы, говорит, Агузюк, он по-алтайски Агузюк. Вот он, говорит, меня зовет прямо, он призывает меня, говорит, обратно. Вот я, говорит, хочу туда приехать. Я, говорит, у вас хочу работать, приехать. Я говорю: приезжай, пожалуйста. Я тебе, говорю, любому человеку я найду работу. Любому, абсолютно. Алтайцы не возводили богам храмы, не писали икон и священных книг. Они одухотворяли всю природу. Григорий Иванович Чорос-Гуркин сумел создать духовные картины, выразив религиозное чувство алтайского народа к своей земле как к священной сущности. Вершиной его творчества становится картина «Хан Алтай», написанная после путешествий по Горному Алтаю. Художник-мыслитель не смог уцелеть во время сталинских репрессий. В 1937 году Григорий Иванович Чорос-Гуркин исчез бесследно. Здесь была заведущая женщина, одна председатель сельсовета, и это ее сын, они к нам ходили.
и написали донос. В приговоре я читала, что Гуркин и Федор Сергеевич вели контрреволюционную пропаганду против Советского Союза. Они были против колхоза, они хотят вернуть какую-то другую жизнь. Гуркина репрессировали вперед, потом отца. И они сидели вот между Чемалом и Ликманаром, скотный двор был. И вот всех арестованных, всех репрессированных с Чемальского района держали в этом скотном дворе. Когда старшая сестра моя поехала с передачей, такая была жара, духота, все в кальсонах, все потные и стоя. Там, говорит, даже негде было сесть, как они стояли в тяжелом состоянии. Отец вышел, говорит, весь мокрый, говорит, ой, я не вынесу, страшно. А Нина Федоровна спросила, говорит, Гуркин тоже здесь? Тоже здесь. И вот вскоре их, когда этапировали, вот по этому тракту пешком, я вдруг в окно выглянула, а вон там на пригорке, смотрю, какие-то мужчины, прямо много-много мужчин сидит. Я пригляделась, смотрю, впереди прямо отец, это уже лежал, вот так вот, лег на траву, и прямо в окно заглядывает, их этапировали пешком в Кызыл-Озёк. Вот. Но я что-то в доме никого не оказалось, я схватила тут кусочки, выскочила, их уже нет. И я на конце деревни их уже застала. Больше мы не видели его. А только через 20 лет мне вручили свидетельство о смерти. Расстрелян 12 ноября 1937 года. 4 декабря был убит Гуркин, 12 ноября был наш отец расстрелян. Гуркин же и в Аскат приходил, здесь он в гости приходил. У него есть знаменитая работа «Сосна Аската», да? И поэтому я его ощущаю. Когда я приезжаю в Анус, на его усадьбу, мне кажется, что именно там дух Гуркина, и он меня приветствует. Но его невозможно сразу понять. Вот его нужно все время открывать. И мне кажется, что это художник на все века. Вот эти огоньки, наши самые любимые цветы, да, алтайские. И вот у него есть с огоньками, просто вот они у него горят. Настолько это материально, это непонятно, что за краски. У меня сейчас столько красок. Я туда и желтые, и красные, и оранжевые, чистые, всяческое. У меня все тусклое все. И действительно, у него каждая работа шедевр. Вот в одно время было депрессивное состояние, даже мысли были какие-то крамольные, да, зачем я живу на этой земле. И мне в один момент как-то внутренний голос или какой-то космический голос прозвучал, да, во мне. А это разве не рай? Что это земля, это разве не рай? Я просто сейчас живу как в раю нереальном. Эту окарину мы еще делали вместе с мужем. Он лепил формы, я делала звук. То есть у нас было такое прекрасное разделение труда. Вот, потом вот он погиб 3 года назад. Я вот сейчас заново учусь лепить, можно сказать, потому что долгое время мне этого делать не приходилось. То есть я вот занималась только звуком. Вот, а это вот еще наши совместные труды. Она настроена в пентатонику. Это строй, как флейт североамериканских индейцев. Чем больше инструмент, тем ниже звук. Чем меньше инструмент, тем звук выше. Я столкнулась с человеком, который звукотерапевт, он занимается именно вот лечением звуком. И он мне говорит, ну а как, в каждом инструменте очень много звука самого мастера.
То есть это, говорит, твой звук. Поэтому, конечно, вот твои инструменты вот такие, вот ты такая, у тебя такие инструменты, они так звучат. И у меня в тот момент такое возникло чувство, я подумала, какая-то ответственность огромная, да? То есть если это мой звук, то какой я должна быть внутри, если я вот этот звук, а оcarina имидж, в общем-то, можно лечить, да, то есть звук выстраивает человека. То есть, по сути дела, это такой, как бы, камертон, да, то есть можно вот выстроить состояние человека через оcarina, через игру на ней, то есть когда он сам на ней играет. Петроглифы мы так довелось, что мы рядом с ними живем, тут буквально 200-300 метров от нас. Я как себя помню, нас учили, чтобы мы их не портили, мы их не ломали, не писали на них. Очень много под видом ученых людей, которые приезжают и там пытаются копировать, пытаются как-то сломать их, разломать, увезти к себе, приклеить на камин там и прочее, прочее. Стоит жаркая погода, они набрали холодную воду в бутылку, пришли, налили на этот камень, а он раскаленный, и он начинает трескаться. Идут микротрещины, и отсюда рисунок ломается, его просто-напросто он стирается со временем. Есть действительно такие сакральные рисунки, сакральные такие изображения, которые нам, алтайцам, какую-то энергию, силу дают. И я хочу, чтобы мои дети тоже это видели, чтобы они тоже это сохранили. Старые люди, они старались не упоминать о них, не тревожить их лишний раз, потому что места, где эти рисунки есть, наскальные рисунки, они в большинстве своем сакральные места. В 50-е годы Григорий Иванович Чорос-Гуркин был реабилитирован. Но еще долгое время о национальном художнике Алтая принято было умалчивать. С некоторых картин даже стирали имя мастера. Чудом сохранившееся наследие Григория Ивановича сегодня представлено в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске. Невидимый мир духов, перенесенный на холсты, сакральные знаки и старинные шаманские камлания постепенно открывается ученым и исследователям как сокровищница духовности алтайского народа, бесценный взгляд в его прошлое. Я написала воспоминания о жизни, о всех братьях, и об отце написала, и о Гуркине там вспоминала. Вот и стали только это все, подняли заново, что великий художник алтайский наш, этот Чорос-Гуркин. А так ведь это, был он в загоне, почему и никого ведь тут ни родственников нет. Абсолютно ничего ведь не осталось, потому что все было уничтожено, все было истреблено. Там в Горно-Алтайске около меня была баня, общая баня государственная. Гуркины картины висели там. Вот эта его знаменитая картина «Хан Алтай», она висела там. Несколько у него картин, оригиналы, настоящие картины. Потому что никто ведь даже в этом не нуждался. Было страшное преследование, страшное презрение было. Враги народа, враги народа. Абсолютно умы все ведь были репрессированы. Что неталантливый человек, то он по доносу, то по испугу, там по какому-то еще. Или пугались таких талантливых, как бы что не открыл, как бы что не сделал и так далее. Вот я, знаете, иногда задумываюсь, говорю, какой бы сейчас была Россия? Какой была бы Россия? Знаменитой, величественной, богатой, развитой, умной. А сейчас трудно нам, трудно. Из
последнего письма Григория Ивановича Чорос-Гуркина детям и внукам. Родину-мать я понимаю так. Для каждого зверя, человека, птицы, прежде всего родина та, где он вырос. Для алтайцев-язычников Алтай – живой дух, щедрый, богатый, исполин-великан. Длань его раскрыта для всех.